И сегодня с глубоким сожалением констатирую, что у нас еще 3 случая умерших за последние сутки. Количество умерших на сегодня стало 20. Эти 3 случая смерти зарегистрированы. 2 случая в Волжской области. Больной 1961 года рождения. Это наш коллега, врач-фтизиатр. С 28 апреля принимал больных с пневмониями. По роду своей профессии имел контакты. И 1 числа обратился уже за медицинской помощью. Болезнь протекала в очень тяжелом таком проявлении. И несмотря на все реанимационные лечебные мероприятия, он вчера ночью скончался. При этом осложнились все его хронические заболевания. Смерть наступила от полиорганной недостаточности. У больного был сахарный диабет, коронарная болезнь сердца, гипертоническая болезнь 3-й степени в 4-й группе риска. И вот COVID-19 осложнил все эти заболевания, и больного не удалось нам спасти. Второй больной 1965 года рождения. Это был дальнобойщик, водитель. Находился с 27 мая в больнице. По поводу коронавирусной инфекции у него было установлено заражение этой инфекцией. И несмотря на мероприятие, с 25 мая состояние было тяжелым. И 2 числа, несмотря на все лечебные реанимационные мероприятия, этот больной тоже скончался от полиорганной недостаточности. Опять-таки у него были старые заболевания. В прошлом году он перенес ангиопластику, стенд был на сердце установлен. У него проявилась двухсторонняя пневмония, хронические болезни легких, осложнения наступили разные. И вечером вчера он тоже умер. 3-й случай зарегистрирован в Нарынской области. Больной 1936 года рождения. Находился на лечении с 9 мая в Нарынской областной больнице. Там произошел контакт с больным COVID-19. Состояние ухудшилось. И с 25-го был переведен на интенсивную терапию. И обострились все его тоже старые болезни. Гипертоническая болезнь 3-й степени очень высокого риска была. Острая почечная недостаточность в 3-й стадии. Последствия перенесенного ишемического инсульта. Состояние после холецистектомии. Поэтому эти хронические заболевания и осложнились после заражения COVID-19. И несмотря на все лечебные мероприятия, этот больной тоже умер вчера вечером.